Федеральная программа капитального ремонта школ, инициированная президентом страны Владимиром Путиным, стартовала в этом году и продлится до 2026 года включительно. Первыми в Хангаласском улусе в эту программу вошли общеобразовательные школы сел Титары, Булгуньяхтах, Ой, Кердем и Актемский научно-образовательный центр. Ремонтные работы стартовали весной и шли все лето. На текущий день все школы на 100% готовы к новому учебному году. Были проблемы у нас во втором Жемконе и в НОЦе. Здесь у нас сыграла роль, конечно, большую, это подрядчик. Не всегда он был порядочным, да. Ну и хотелось бы сказать нашим родителям, родительской общественности, которые производили контроль, огромную благодарность. Без них у нас бы многое не получилось, так как мы хотели. Внушительную реновацию прошла Булгуньяхтахская школа. Ей в рамках программы выделили более 20 миллионов рублей. Здесь капремонт начался 4 апреля и завершился почти в срок. Систему отопления поменяли, система освещения, так, полностью заменен пол, потолок и наружное утепление школы, ну, 1/4 часть, так скажем, да. Также в Булгуньяхтахской школе обновили оборудование и мебель в столовой, заменили сантехнику и двери, закупили мягкую мебель, столы, шкафы и так далее. В 2023 году в рамках программы капитального ремонта будут обновлены здания следующих школ Хангаласского улуса: Техтюрская, Бестяхская, 2-я Мальжигарская, 1-я Жемконская и Покровская школа номер 4. Также продолжится капремонт в Актемском научно-образовательном центре. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус.